Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Нурсултан Назарбаев распечатал Пенсионный фонд Казахстана. Деньги пенсионеров пустят на поддержку проблемных банков и предприятий, а также на покупку почти $1,5 миллиарда за границей. Население резко против. Это же мои личные сбережения, будем так считать. Я их откладываю для будущей, для обеспечения своей старости. Кыргызские власти разочаровались в дружбе с Россией и решили восстановить отношения с Америкой. Взамен разорванного прошлым летом договора с США в срочном порядке готовится новый. То, что происходит сегодня конкретно в кыргызско-российских, особенно в экономических отношениях, нашу страну, нашу власть толкает уже на поиски других направлений. Таджикистан может лишиться всех своих подснежников. Сборщики и продавцы первых весенних цветов уже уничтожили несколько видов уникальных растений. Упаковываем бумагу и продаем. В день каждый продает по 10 связок. Русские самолеты опять разбомбили мечеть в Сирии. Турция, между тем, уже в ближайшие часы может мешаться в сражение за Алеппо на стороне повстанцев-исламистов. Против Асада, России и курдов, которым помогают американцы. С этой проблемой нельзя справиться без зон, закрытых для полета боевой авиации. Эту проблему нельзя решить без так называемых свободных зон внутри Сирии, освобожденных от всех террористов. Что вы делаете вообще? Сносили все подряд вместе с людьми. Новые подробности ночного погрома магазинов у станций метро по всей Москве. Власти признают, что почти все хозяева торговых точек имели свидетельство о собственности, но свои действия в Кремле оправдывают эстетическими соображениями. Снос незаконных строений в Москве – наглядный пример того, что в России не продается правда, наследие, история нашей страны. Пенсионные накопления казахстанцев будут потрачены на преодоление кризиса и для их большей сохранности. Об этом заявил президент республики Нурсултан Назарбаев. Речь пока идет о половине средств пенсионного фонда страны. Это 1,5 триллиона тенге или $4 миллиарда. Вот что в частности сказал президент Казахстана. На кредитование экономики на рыночные проценты. Указанные деньги поручаю правительству Национальному банку направить на стимулирование важнейших секторов экономики. При этом пенсионные средства должны быть сохранены, надежно защищены, и никто не должен беспокоиться по этой части. По мнению Назарбаева, это эффективное освоение средств обеспечит вклад в рост казахстанской экономики до 1%. Значительная часть этих денег пойдет на поддержку проблемных банков и находящихся в кризисе предприятий. Как уже посчитали в республике, на этом этапе почти 10 миллионов казахстанцев отдадут государству из своей будущей пенсии по 149 тысяч тенге, что в пересчете составляет примерно $400 с каждого. Готово ли население республики поделиться своими пенсионными накоплениями? Об этом наш корреспондент Дмитрий Беляков поговорил с жителями Алма-Аты. Это же мои личные сбережения, будем так считать. Я их откладываю для будущей, для обеспечения своей старости, как будем говорить. То есть вы против того, что ваши сбережения? Как против, не против. Я, даже если буду против, я не знаю, эти деньги должны лежать у меня в пенсионном накоплении, все. Мне кажется, нет. Почему? Что-то не доверяю я. Мы еще не знаем, как мы будем получать эту пенсию. То есть, если те люди, которые сейчас получают пенсию, у них было что-то стабильное, а мы вообще не знаем, как мы будем ее получать. То есть, то, что мы накопили, то мы и будем получать. А если сейчас это уберут? С нашей инфляцией и с курсом доллара и со всей этой ерундой, я не уверен, что какие-то деньги вообще будут к моей пенсии. Что-то останется, да. Я даже не знаю. Это же не факт, что завтра могут возвратить эти деньги. Все может быть. Между тем, треть пенсионных накоплений президент Казахстана собирается потратить на закупку иностранной валюты для зарубежных инвестиций. Хотя совсем недавно Назарбаев лично предлагал жителям Казахстана навсегда забыть о долларе и думать только о тенге. Нам важен в стране тенге, а не доллар. Давайте остановимся, глубокий вдох сделаем, как йоги говорят, и забудем про доллар. Мы живем на тенге в Казахстане. Казахстанские экономисты считают, что закупка иностранной валюты и размещение ее в виде инвестиций на Западе – это единственная мера из предлагаемых, которая может хоть что-то спасти от стремительной девальвации тенге. Однако делается это с очень большим опозданием, по сути, когда пенсии уже практически сгорели. Если бы мы конвертировали деньги по возможности
в 2013 году, то пенсионные накопления были бы сохранены. На сегодняшний день мы вынуждены констатировать, что за год они похудели в 2 раза. Куда будут деваться деньги, зачем будут деваться деньги, сейчас значения не имеет. Надо просто отпустить, как забыть про, нам предлагали забыть про доллар, так я предлагаю забыть и про пенсионные накопления. Думаю, что те, кто будут выходить на пенсию через 10 лет, о них и не вспомнят. Президент Узбекистана Ислам Каримов неожиданно обрушился с оскорблениями на представителей сексуальных меньшинств. Выступая перед сельскими депутатами Ташкентской области, он назвал гомосексуалов психически нездоровыми людьми. Причина, побудившая президента Узбекистана обратиться к этой теме в своем выступлении перед диханами, неизвестна. То, что приходит с Запада, мы называем культурой. Какая-то непотребная культура. Даже неудобно перед женщинами об этом говорить. То есть мужчина с мужчиной, женщина с женщиной живут. Если об этом говорить, я думаю, что что-то вот тут попорчено в голове, что-то там изменилось. Есть такое рассуждение: если Бог хочет показать такие непотребности человека, Он лишает его ума. В Узбекистане преследование сексуальных меньшинств происходит в рамках закона. Недавно интернет потрясли любительские кадры, снятые во время полицейской облавы на трансвеститов и гомосексуалов в Ташкенте. Полицейские избивали ногами задержанных и снимали унижение на камеру мобильного телефона. Как стало известно позже, все офицеры, участвовавшие в этой расправе, лишились погонов. Однако наказали их не за поведение, а за выкладывание оперативных материалов в открытом доступе. Узбекистан числится в списке более 70 стран, в которых мужеложство считается преступлением и наказывается лишением свободы до 3 лет. Эскапада Ислама Каримова вызвала осуждение со стороны мировых правозащитных организаций. Высказывания Ислама Каримова не столь удивляют, как они просто напоминают нам о том, что у него в голове. То есть очень давно у президента Каримова очень сильно антизападная ориентация, можно сказать. Когда президент такие вещи говорит, это является грубейшим нарушением человеческого достоинства этой общины. Правительство Кыргызстана в срочном порядке пытается восстановить взаимоотношения с Америкой. Предыдущее соглашение с Соединенными Штатами кыргызские власти разорвали летом прошлого года и объявили своим главным геополитическим партнером Россию. Теперь, когда отношения с Россией оказались изрядно подпорчены разрывом контракта по строительству Нарынской ГЭС и другими скандалами, политические элиты Кыргызстана опять пытаются подружиться с США. Джибек Бегалиева о новом договоре. Ленин с пробитой бровью в уличной галерее стоит всего неделю, а буквально вчера у него появился сосед. Новенький портрет купят сразу, уверен Тойчубек. Вождь мирового пролетариата пользуется у народа спросом. С ним в популярности сравниться может только другой коммунист. Я видел, как давали заказ на портрет Сталина. Бывает, Маркса просят нарисовать. Тематических картин обычно не просят, но Сталина тут выставляют часто. Ностальгировать по советскому прошлому в Кыргызстане продолжают до сих пор, после того, как Россия не смогла достроить 2 крупнейших энергообъекта – Камбаратинскую ГЭС-1 и Верхненарынский каскад ГЭС, настроения большинства кыргызстанцев изменились. Сторонников евразийской интеграции сейчас настораживает то, что республика вновь начнет сотрудничество с США по некоторым направлениям. Вот в таких контактах, которые поддерживало это соглашение, денонсированное, был прежде всего заинтересован Вашингтон. То есть это им было нужно, это властям Кыргызстана, в чем там была, так сказать, большая помощь? Ну да, какие-то там небольшие средства выделялись. Если быть точнее, то на базе рамочного соглашения осуществлялась гуманитарная помощь на 60-70 миллионов долларов ежегодно. Это поставка продовольствия, лекарств, военной техники и помощь в борьбе с терроризмом. Весь этот поток гумпомощи прекратился, когда прошлым летом, сразу после присоединения к ЕС, правительство Кыргызстана расторгло договор с США. На такой шаг МИД пошел после того, как Госдепартамент присудил премию кыргызстанскому правозащитнику, приговоренному к пожизненному заключению. Спустя полгода, когда Кремль не смог построить в Кыргызстане ГЭС, которые должны были стать самыми крупными проектами нынешней власти, руководство страны заявило, что готово подписать новое соглашение о сотрудничестве с Америкой. Россия не смогла выполнить свои обязательства. То, что происходит сегодня в мировой экономике, геополитических отношениях и конкретно в кыргызско-российских, особенно в экономических отношениях,
нашу страну, нашу власть толкает уже на поиски других направлений, особенно в решении социальных и экономических проблем. Политическая элита разочарована в Москве, говорит бывший депутат. Реанимация дипломатических отношений с Вашингтоном, по мнению экс-министра иностранных дел Руслана Казакбаева, пойдет Кыргызстану на пользу. Это хорошо. Раз мы начали, скажем так, многовекторную внешнюю политику с учетом наших национальных интересов, теперь уже вести серьезные переговоры и детализировать соглашение, чтобы это не просто было типовое соглашение, а было соглашение, которое с учетом наших конкретных интересов. Как будет выглядеть соглашение? Оставят ли стороны документ прежним или в нем будут абсолютно новые пункты, пока неизвестно. Работа над его содержанием, по-видимому, только началась. Дюбек Бегалиев, Азат Интымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. В Таджикистане могут навсегда исчезнуть целые популяции подснежников и других диких цветов. Все они занесены в Красную книгу, но сборщики и торговцы первыми весенними цветами об этом даже не догадываются. Сегодня под угрозой и лекарственные растения. Наш корреспондент Анушервон Арипов исследовал проблему. Они только весной появляются, эти цветы, которые у меня в руке. Мы их называем желтенькие. Кто-то говорит, что это подснежники. Умиджон каждый день выходит в горы собирать крокусы и юнону, продает их вдоль дороги в столицу. За один пучок цветов он получает около 40 центов. И это, по словам молодого человека, совсем неплохо. Особенно ранней весной, когда нет другого заработка. В этом году, благодаря теплой зиме и малому количеству осадков, цветение началось на 20-25 дней раньше обычного, чему Умиджон только рад. Правда, за цветами нужно идти по 5-6 километров. Они растут на дальних холмах и в горах. Иногда до вечера ищем. 20 лет назад крокусы росли вдоль всех дорог в огромных количествах, говорят в Комитете охраны природы. Но сегодня, чтобы найти этот цветок, нужно уйти далеко в горы. Продажа букетиков весной – традиционный промысел детей и подростков, чьи дома находятся вдоль автотрасс. Вот уже около 20 лет. Как правильно срывать цветы, они не знают и уничтожают целые популяции. Упаковываем бумагу и продаем. В день каждый продает по 10 связок. Такое отношение привело к тому, что в стране более 5 лет назад полностью исчезла популяция диких гладиолусов. Помимо крокусов и юноны, под угрозой еще десятки видов тюльпанов, которые начнут цвести в марте. Все перечисленные растения были занесены в Красную книгу уже в советские годы. И у нас в итоге останутся только высокогорья, но дети доберутся и туда. И будут потом к дороге спускаться. То есть у нас будет исчезать видовой состав одного и того же рода, например, тюльпан. А тюльпаны у нас занесены все в Красную книгу. Единственная возможность остановить уничтожение дикорастущих цветов, по словам специалистов, рейды вдоль дорог и посты на въездах в города из сотрудников Комитета охраны природы, которые будут штрафовать не только родителей, чьи дети торгуют редкими видами растений, но и покупателей. В Комитете охраны природы я говорила об этом, но они делают выезды, делают. И нельзя сказать, что они ничего не делают. Но иногда, часто не могут, потому что, говорят, денег не хватает, бензина там на машину нет, там 5-10. Но штрафы они бы и вернули. Также сегодня под угрозой десятки видов лекарственных горных трав, которые вытаптываются крупным и мелким рогатым скотом и исчезают из-за бесконтрольной вырубки деревьев жителями кишлаков ради дешевых дров. Эти проблемы также нужно решать, однако практически никто это не делает. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. Русские самолеты опять разбомбили мечеть в Сирии. Турция, между тем, уже в ближайшие часы может вмешаться в сражение за Алеппо на стороне повстанцев-исламистов. Против Асада, России и курдов, которым помогают американцы. С этой проблемой нельзя справиться без зон, закрытых для полета боевой авиации. Эту проблему нельзя решить без так называемых свободных зон внутри Сирии, освобожденных от всех террористов. Да там люди внутри, что вы делаете вообще? Сносили все подряд вместе с людьми. Новые подробности ночного погрома магазинов у станций метро по всей Москве. Власти признают, что почти все хозяева торговых точек имели свидетельство о собственности, но свои действия в Кремле оправдывают эстетическими соображениями. Снос незаконных строений в Москве – наглядный пример того, что в России не продается правда, наследие, история нашей страны.
Турция стоит на пороге прямой войны с режимом Асада и поддерживающей его России. Президент Эрдоган сделал заявление, в котором почти однозначно говорится о намерении Турции вторгнуться на территорию Сирии и создать там так называемую зону безопасности вдоль границы, где как раз сейчас ведут наступательные действия правительственная армия Сирии и российская авиация. С этой проблемой нельзя справиться без зон, закрытых для полета боевой авиации. Эту проблему нельзя решить без так называемых свободных зон внутри Сирии, освобожденных от всех террористов. Турецкий президент также обрушился с критикой на Соединенные Штаты, которые поддерживают сирийских курдов. Тем временем курдское ополчение почти синхронно с войсками Асада начало наступление на позиции протурецких исламистов. Курдам даже удалось отбить у них крупный аэропорт в городе Миннех. Ранее военные эксперты высказали предположение, что турецкая армия может вмешаться в боевые действия в районе Алеппо именно из-за того, чтобы не дать курдам и сирийским войскам взять в окружение турецких союзников. Российская авиация, полеты которой грозится остановить Эрдогана, не обращает никакого внимания ни на его слова, ни на призывы мирового сообщества прекратить бомбить гражданские объекты. Вы видите кадры агентства «Рейтер» с ударом российских самолетов по очередной мечети в северной сирийской провинции Идлиб. Авиабомба была настолько мощной, что от здания крупной мечети не осталось практически ничего, только груды кирпичей и обрывки страниц Корана. Аллах велик! Это мечеть, дом Бога. Они обстреляли мечеть, они бомбят школы, инфраструктуру. Аллах поможет нам вас победить. Вы убиваете наших людей. Русские, мы вас побеждаем. Это также видео «Рейтер», на котором последние российские бомбардировки одного из пригородов Алеппо. Авиация использует для ударов по жилым кварталам сверхмощные бомбы. А это снова госпиталь в Алеппо и снова раненые в результате бомбежек. Тем временем российское военное командование отчитывается о крайне успешной неделе, за которую российской авиации удалось, по мнению военных, уничтожить максимальное количество целей. Самолеты российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике выполнили 510 боевых вылетов, в ходе которых нанесено поражение 1888 объектам террористов в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Дер-эз-Зор, Дераа, Хомс, Касики, Ирак. Российские самолеты в районе города Алеппо вчера не работали. Ближайшая цель была более чем 20 километров от города. А над самим городом вчера активно летала только авиация так называемой антиигиловской коалиции. Свои заявления российский Генштаб подкрепляет кадрами авиационных ударов по сирийским городам и позициям повстанцев, которые приходят на гигантские экраны в пресс-центре российского военного ведомства в режиме реального времени. В Америке тщательно анализируют ситуацию, развивающуюся на севере Сирии. Американцы пытаются немедленно вернуть за стол переговоров все противоборствующие стороны. Власти США не согласны с предложениями России заключить общесирийское перемирие в марте и требуют, чтобы это произошло уже в ближайшие дни. Российские авиаудары нацелены в основном на оппозицию. Мы работали с местными оппозиционными группами, чтобы продвигаться на восток и воевать с ИГИЛ. Но с тех пор, как началась российская военная кампания в Сирии, особенно на севере Алеппо, оппозиционные силы стали переключаться на противодействие правительственным войскам. Это причиняет серьезный ущерб борьбе с ИГИЛ. Мы открыто говорим России: вы говорите, что воюете с ИГИЛ, но на самом деле вы негативно влияете на борьбу против террористического халифата. Это продолжает вызывать чрезвычайно серьезную обеспокоенность. Сообщение с востока Украины. На блокпосту по дороге в Донецк на мине подорвался микроавтобус. Водитель пытался объехать автомобильную очередь по обочине, но наехал на противотанковую мину. В машине находилось 5 человек. 3 из них скончались на месте. Еще один умер по дороге в больницу. Трагедия произошла около блокпоста Марьинка в Донецкой области. Областная прокуратура сообщает о еще одном погибшем, который случайно оказался рядом с местом взрыва. Украинские военные утверждают, что водитель не обратил внимания на знаки, которыми было обозначено минное поле. Мы сидели в машине и слышали просто взрыв, и пошел какой-то черный дым с какими-то белыми лохмотьями. И машину аж как-то пошатнуло.
На месте происшествия работают наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Ранее они предупреждали обе стороны конфликта о необходимости разминировать дороги и объекты инфраструктуры. Однако процесс разминирования идет крайне медленно. Сейчас проезд по дороге открыт, но по-прежнему небезопасен. Помимо заминированных обочин существует и угроза обстрелов. Снос магазинов у станций метро по всей Москве уже третий день остается темой №1 для России. Выясняются новые подробности этого массового ночного действия властей столицы, которые уже назвали «ночью длинных ковшей». Оказывается, магазины и торговые павильоны сносили вместе с людьми, которые там находились. Как сообщает телекомпания «Дождь», экскаваторы в разрушительном пылу случайно снесли отделение одного из крупнейших банков Москвы. Вот драматические кадры сноса магазина, внутри которого находились люди. Смотрите, люди внутри. Да там люди внутри, что вы делаете вообще? Нормальные вообще? В российских соцсетях распространяются ролики с картинами разрушения. Они сняты и смонтированы так, что окрестности почти всех станций московского метрополитена на них напоминают кадры разрушенных сирийских городов. Также сообщается, что в результате рейда работу и свой бизнес в одночасье потеряли несколько тысяч москвичей. Не исключено, что стоимость разрушения их собственных магазинов и торговых палаток придется компенсировать им самим. Между тем, московские власти признали, что на подавляющее большинство разрушенных магазинов имелись государственные свидетельства о собственности, и стояли они на своих местах абсолютно легально. Свое решение снести торговые комплексы мэр столицы Сергей Собянин объясняет любовью к истории и эстетическими соображениями. Снос незаконных строений в Москве – наглядный пример того, что в России не продается правда, наследие, история нашей страны. Нельзя прикрываться бумажками о собственности, приобретенными явно жульническим путем. Вернем Москву москвичам. Ее скверы, площади, улицы – открытые, красивые, любимые. Сергея Собянина поддержали и в Кремле. Глава администрации президента России Сергей Иванов также заявил, что ему просто не нравилось, как выглядят магазины и киоски у входа в метро. Эти гадюшники не имеют отношения к так называемому малому бизнесу, поскольку, как правило, являются рассадниками криминала и антисанитарии. Любой бизнес, будь то малый или крупный, должен прежде всего быть цивилизованным. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.